селе Винное Восточно-Казахстанской области есть уникальное место. Там происходят настоящие чудеса, меняются судьбы, люди обретают смысл жизни. Здесь работают сотрудники с огромными сердцами, профессионалы своего дела, любящие животных и заражающие любовью к ним. Это волшебное место отделения иппотерапии спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями. Идея сблизить людей с особыми потребностями с лошадьми пришла Елене Черниковой в далеком 2009 году. К нам попала семья с ребенком, у которого были проблемы. У него был детский церебральный паралич, мальчику на тот год было 3-4 года на то время. Родители приезжали, занимались верховой, а бабушка в это время в коляске с ребенком прогуливалась по территории конно-спортивного комплекса. А в одно из занятий родители попросили: пожалуйста, могли бы мы прокатить нашего мальчика? Он очень сильно хочет покататься на лошадке. Повдоль лошадки лицом в гриве положили ребеночка на лошадь и начали движение. Он сначала был очень сильно сжат, потом он опустил ручки на шею, начал ее трогать, а через определенное время уперся ручками и сел на лошадь. То есть это было настолько удивительно, потому что перекрестный шаг был очень сильный, там невозможно было развести ножки, а он взял и сел. И у него было такое вообще впечатление, такие у него были эмоции, он был счастлив. Буквально несколько недель, каждый раз после занятий верховой мы занимались буквально несколько кругов с этим ребенком, просто катались на лошадке. Вот так один смелый мальчик и его неравнодушные родители дали толчок для открытия отделения. И сразу возник вопрос: что же делать? Как заниматься с такими людьми? Не было ни методичек, ни пособий, ни конкретных рекомендаций. Имея на то время физкультурное образование, открываем литературу по ЛФК, лечебно-физической культуры, и видим определенные упражнения, которые делает, в принципе, с любым ребенком, с любым заболеванием. На базе этих упражнений, на базе этих всех занятий, продолжительность, дозировка, нагрузка, мы начали вырабатывать первые упражнения. То есть все то же самое, что и ЛФК, но только на спине лошади. Была мощнейшая мотивация в виде того, что ребенок хочет покататься на лошади. И он не думает, что это ЛФК, это сложные занятия, где его там растягивают, где ему делают больно, где его постоянно заставляют что-то делать. А здесь он думает, что он катается на лошади, тем не менее он получает положительный эффект от того, что одновременно все группы мышц работают. В процессе иппотерапии помимо всадника и лошади участвуют коновод и 2 страхующих инструктора, которые оказывают помощь в экстренной ситуации. Упражнения подбираются в соответствии с диагнозом ребенка. Самое главное, что происходит во время колебания движения всадника на лошади, начинает интенсивно работать позвоночник. Наш позвоночник является не только центральным столбом нервных окончаний, электрические, которые отходят во все точки, но еще и через позвоночный столб идет насыщение кислородом мозгом. Разработав программу и план тренировок, было принято решение взять первую группу детей, на которых доктора поставили крест, и начали происходить чудеса. Каково же было удивление врачей, родственников и окружающих, когда дети показали колоссальные результаты. Был у нас мальчик, у него была задержка психического развития. Это, в принципе, основной крест на жизни ребенка, когда ребенок учится в специализированной школе, когда справка ЗПР ограничивает его от обычной здоровой жизни, здорового человека, ЗПР ему сняли в процессе занятий. Мы не говорим, что это только наша заслуга, мы как в комплексе помогли ему через спорт избавиться от задержки психического развития. Сегодня он учится, знакомится с девочками, работает в государственном учреждении. И поверьте мне, от таких детей гораздо больше пользы, чем от тех, которые имеют инвалидность и сидят дома. Гордость переполняет, когда слышишь истории успеха людей, которые живут и становятся мастерами спорта, несмотря ни на что. Еще одно достижение, можно сказать, когда женщина в возрасте чуть-чуть за 50, после 25 лет сидения в кресле, садится на лошадь и через каких-то, полгода, 8 месяцев становится мастером спорта. Первым из мастеров спорта в Казахстане. Улыбчивая, очаровательная Айганым, имеющая диагноз ДЦП с серьезной гиперкинетической формой, смогла преодолеть себя и свой недуг, стать спортсменом с большой буквы. Лошади мне дают чувство полноценности. Самые мои главные мечты – это попасть на Паралимпиаду. Сейчас главное набрать 62 балла проходной на
на международных соревнованиях. Это будет еще один шаг к Паралимпиаде. Как их разделить или выделить что-то лучшее, что-то худшее? Отец маленького ребенка, который находит в себе силы приезжать еще на занятия. У него свое ИП, они ремонтируют автомобили. Другая девочка, которых сегодня, к сожалению, нет. Мама уже 2 детей, которая сейчас усиленно, выскочив с декрета, опять же, не успев даже, наверное, оправиться, садится на лошадь и говорит: скоро черка, мне надо готовиться к соревнованиям. Каждый случай уникален, и каждый прорыв – это достижение. Даже когда ребенок много-много лет молчал на лошади, да, казалось бы, при определенной методике, при определенных условиях, он начинает разговаривать. Все люди, посещающие отделение иппотерапии спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями, уникальны. И каждый прорыв – это достижение, огромный труд спортсменов и сотрудников. Еще с 2012 года мы нарабатывали методику. В 2013 году это уже была стабильная методика с документальным подтверждением наших анализов. Если во всем мире у нас иппотерапия сводится к тому, что это только занятия в манеже, только занятия с лошадью, мы разработали пакет документов с методическими пособиями, отслеживанием динамики занятий, с построением плана конспекта к каждому занятию. И, соответственно, мы можем анализировать. Если изначально для достижения какого-то результата нам требовались долгий год-полтора, то, отслеживая и выбирая самые лучшие, самые эффективные упражнения, мы сократили, и результат положительно достигается в разы быстрее. Но и на этом решили не останавливаться. Перейдя в областное управление спорта, начали взращивать будущих спортсменов. Разделили спорт на 2 большие группы. Специальная олимпиада – это детки с несохранным интеллектом, но, поверьте, достижения и их результаты тоже впечатляющие. И паралимпийская выездка – это спортсмены с ограниченными возможностями, ДЦП, всякие посттравматы, постинсульты, постинфаркты, но интеллект сохранен. Это спортсмены высших достижений. Это спортсмены, которые могут представлять нашу страну на международной арене, чего ранее в Казахстане тоже не было. 2019 год оказался для отделения иппотерапии самым продуктивным. Был заключен договор с Национальным олимпийским комитетом. Спортсмены получили статус штатных, вошли в состав национальной сборной Казахстана и стали получать зарплату. Также в 2019 году мы разработали впервые в мире и утвердили государственный стандарт под брендом Казахстана. Соответственно, наши ребята прошли дальше. Мы ввели этот спорт в реестр видов спорта, разработали единую нормативную базу. И уже в прошлом году свежевыпеченных 3 мастера спорта, кандидат мастера спорта и 2-й разряд у нас появились в Казахстане. Имена наших детей, наших ребят уже в прошлом году были впервые вписаны на Международную федерацию ФИИ, они на сайте, прям появился наш флажок, появились первые результаты. Теперь у нас перспектива, конечно, не просто на международный старт съездить, у нас перспектива попасть на Паралимпийские игры, развить это возможности по всему Казахстану.